ВК+. Нас переполняют чувства, потому что нас сегодня много, финно-угорские родственники прибыли, удмуртская земля их собрала. И наш сегодняшний дом танца будет очень насыщенным по программе. Мы будем танцевать и венгерские, и эстонские, и марийские, и удмуртские танцы, и делать это с большим удовольствием. И сознанием дела, потому что я знаю, очень многие из вас не в первый, даже не во второй раз приходят к нам, и они знают, что делать. Не просто смотреть и пассивно наблюдать, как это бывает на концертах, а активно участвовать, непосредственно вставать в центр круга или найти себе пару, так как это бывает в домах танца в Венгрии, в танцклубе, в танцевальном клубе в Эстонии, но и в том парках в Удмуртии. Долго говорить не буду, я хочу сразу предоставить слово нашим долгожданным гостям. К нам сегодня приехали идеологи, вдохновители, создатели танцевального дома, домов танца или Танцхаз в Венгрии. Люди, которые через свою личную судьбу пропустили танцевальный фольклор, сделали часть его своей жизни, и часть своей жизни сделали достоянием всего венгерского народа. Для вас сегодня играют, танцуют и учат вас танцевать венгерские танцы Гергей Павлович, который сам проводит не один и не два, а много разных домов танца в Будапеште, в разных местах, является солистом, создателем ансамбля ФОМО в Венгрии. Он также исследователь народной музыки, занимается сбором фольклорного материала на этнической территории проживания венгров, а также сравнительным материалом тоже интересуется венгерско-кавказским, венгерско-удмуртским, в Удмуртию он второй раз приезжает, и многими другими. И второй наш гость Henrik Kovač, адъюнкт профессор, преподаватель народного танца Венгерской академии танца. Самый главный человек по народному танцу Венгрии. Кто, как не он, может вам самое сокровенное в венгерском танце рассказать. Все, умолкаю, даю слово нашим гостям. Дорогие друзья, я не буду много разговаривать, я буду играть.